Смотрите новости в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. Безопасность на зимниках превыше всего. Важная информация об изменении грузоподъемности на ледовых переправах Якутии. Сосновый Бор, кузница вожатых. Смотрите сюжет о том, как готовят специалистов по детскому отдыху. Шаг в будущее уже сегодня. Якутские школьники покоряют науку. Какие открытия их ждут, узнаем далее. Золотое звено БАМа празднует юбилей. Какие тайны хранит станция Беркакит? Мощные подачи и захватывающие розыгрыши в Якутске. Проходит турнир по волейболу «Вечная мерзлота». С сегодняшнего дня на трассе Колыма увеличена грузоподъемность ледовой дороги через реку Лену, Якутск, Нижний Бестях до 20 тонн, а через реку Алдан, Хандыга, Мегино, Алдан до 40 тонн. Также до 30 тонн увеличена грузоподъемность ледовых переправ через реку Вилюй у Верхневилюйска, села Гюндядя и Устья и Крестяха на трассе А-331 Вилюй. Водители просят соблюдать требования дорожных знаков и им не превышать допустимую нагрузку. В 2024 году железные дороги Якутии перевезли более 8 миллионов тонн грузов, сообщает Якутия-Инфо. Объем перевозок по маршруту Нерюнгри-Пассажирская Нижний Бестях составил 8 миллионов тонн, что на 8% превышает показатели 2023 года. Рост грузоперевозок зафиксирован по большинству категорий. В частности, транспортировка угля увеличилась на 6% и составила более 5,5 миллиона тонн. Перевозки нефтепродуктов возросли на 5%, достигнув 912 тысяч тонн, а объем строительных грузов увеличился на 6% до 171 тысячи тонн. В этом году планируется прибытие медицинского поезда «Святой Пантелеймон» в Якутию, представляющего собой мобильный консультативно-диагностический центр с высокотехнологичным оборудованием. В поездке он посетит порядка 15 регионов Дальнего Востока. Пациенты смогут пройти обследование и получить консультации от различных специалистов, включая терапевта и хирурга, а также сделать рентген, маммографию и УЗИ. Состав поезда включает 14 вагонов, 8 из которых предназначены для медицинских нужд и оборудованы для людей с ограниченными возможностями. В 2025 году в Якутии построят 8 объектов здравоохранения. Глава республики Айсан Николаев поручил обеспечить их своевременный ввод, подчеркнув важность стартующих в этом году 3 национальных проектов в сфере здравоохранения. Среди новых объектов – поликлиника в селе Амга, лечебные корпуса в Вилюйске, Нюрбе и Намцах, а также больничный комплекс в селе Мая и другие. Всего до 2028 года планируется ввести 15 объектов. Все авиакомпании России начнут предоставлять 50% скидки на детские билеты с 10 января. Об этом сообщил министр транспорта России Роман Царовойт. Уже с 1 января 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов. Приводятся слова министра. Сосновый Бор превратился в школу вожатых. В Якутске на базе лагеря стартовала очередная смена школы по подготовке вожатых. Участникам гарантируют не только незабываемые впечатления, но и обретение полезного опыта. Какого узнавала Саргалана Неустроева. Школа подготовки вожатых на базе Соснового Бора проходит уже в 3-й раз. В этом году смена соберет 90 активистов с разных уголков республики. Это в основном студенты колледжей и университетов. Иными словами, это те люди, для которых возможности вернуться в стены любимого лагеря и прочувствовать ту самую атмосферу единения, возможно, больше и не будет.
Хотя это выражение, пожалуй, не совсем точное. Ведь школа подготовит настоящих профессиональных вожатых. Как отмечает один из экспертов проекта Виталий Находкин, в 2022 году он и сам прошел подобные курсы. Но это было совсем не то. Тогда занятия проводились в качестве факультатива, не в формате проживания в лагере. Да и программа нынешнего проекта оказалась намного интереснее. Здесь все как полагается. Зачет в конце и получение официального сертификата. Экзамен будет проходить сначала, они создают свои мероприятия, они будут как зачет сдавать. Мероприятие называется «Коллективно-творческое дело», после чего они сдают итоговое анкетирование от СОПП. После для юных вожатых открываются все двери. Так, организаторы школы отмечают, смена стала первой ступенькой в получении педагогического образования. Именно за этим сюда и приходят активисты. В данный момент обучаюсь по направлению педагогическое образование история. То есть я по образованию буду педагогом. Ну и с детства я увлекаюсь общественной деятельностью, активизмом. И поэтому вожатское дело для меня очень близкое. Я сам являюсь организатором нескольких коммунарских сборов, являлся вожатым в нескольких сменах в разных лагерях. И, конечно, буду в будущем, хочу связать свою жизнь именно с детьми. В этом году участниками слета стали и волонтеры совсем юной организации «Движение первых». Таким образом, она сформирует свой корпус вожатых. Это новый проект движения. У нас стоит задача подготовить наших помощников, потому что когда к ребятам приходят молодые, яркие, творческие, креативные ребята, более старше, скажем, на год, на два, то они гораздо лучше идут за ними, да. Уже этим летом все участники проекта станут вожатыми в детских оздоровительных лагерях республики. К слову, название у смены школы весьма символичное – «Душа Севера». Ведь именно эти ребята в будущем станут главными героями множества детских воспоминаний. Саргалана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутии продолжается республиканский этап научно-практической конференции «Шаг в будущее». Для участников запланирована насыщенная программа, включающая в себя мастер-классы, экскурсии и выставки. Вместе с этим в рамках конференции впервые были открыты профориентационные площадки. Подробнее в сюжете Тимура Калмогорова. 11 учебных подразделений СВФУ познакомили желающих со своими программами подготовки, количеством мест, а также с различными преимуществами обучения у них. Так, представитель геолого-разведочного факультета отметил 100% трудоустройство их выпускников, а также интересные учебные практики в ведущих предприятиях Якутии. В настоящее время геолого-разведочные работы на территории Якутии практически по всем районам проходят. Специальность является наиболее востребованной, и в настоящее время до сих пор мы не покрываем потребности в специалистах, инженерных специалистах по направлению геологоразведка. По набору более 150 бюджетных мест. Еще одним популярным направлением является колледж инфраструктурных технологий, который выпускает специалистов по программированию, связи и разработке веб-мультимедийных приложений. Все, что нужно для поступления – это аттестат. В этом году у нас бюджетных мест по всем направлениям 265. Платных мест неограниченное количество, то есть получается, если ребята поступают на платную основу, есть еще дополнительное преимущество, которое заключается в том, что если они поступили на платную основу, то они сразу попадают без конкуренции сразу на учебу, то есть получается, они якобы как бы сразу уже поступили. Ярмарка в рамках конференции «Шаг в будущее» была проведена впервые. Для ее участников это отличная возможность определиться с выбором своей будущей профессии и уже заранее подготовить документы для поступления. В этом году прием абитуриентов начнется 20 июня, подготовив порядка 3800 бюджетных мест. Зачисление снова у нас намечается в начале августа, то есть это 2-3 и числа до 10 августа мы должны завершить основной прием на места в рамках контрольных цифр приема. И в том случае, если у вузов останутся бюджетные места, например, из-за нехватки абитуриентов или из-за других случаев, то вуз имеет право объявлять дополнительный прием. И, соответственно, дополнительный прием у нас будет завершаться 29 августа.
Уже на следующей неделе на ученом совете рассмотрят и утвердят правила приема в университеты. Ознакомиться с ними можно будет после 20 января на официальном сайте СВФУ. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Городской парк культуры и отдыха города Ленска стал лидером в голосовании всероссийского конкурса Минстроя на лучший проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По проекту предусмотрена вторая часть реконструкции любимого места отдыха ленчан. С сегодняшнего дня объявлен сбор идей от жителей, как улучшить любимое место отдыха. Ранее, 5 лет назад, в парке уже появились детские и спортивные площадки, дорожки и кафе. Второй этап реконструкции обещает быть не менее масштабным. Мы должны в этом году не только успеть сделать и утвердить дизайн-проект, но еще и выполнить проектно-сметную документацию. Это новые условия нынешнего конкурса. Сроки очень сжатые. Мы должны это все сделать до июня месяца. Поэтому мы предполагаем в феврале месяце провести ряд общественных обсуждений по дизайн-проекту. И я надеюсь, что ленчане примут очень активное участие. От себя добавлю, когда мы создаем новые общественные пространства с участием жителей, чем больше участия, тем удачнее получается результат. Поэтому очень хочется, чтобы общественные обсуждения, они у нас состоялись большим количеством ленчан. Станция Беркакит в Нерюнгринском районе отметила юбилей. На торжественном мероприятии, посвященном золотому звену Малого БАМа, побывала и наша съемочная группа. Подробнее об этом в следующем материале. В далеком 1977 году первый поезд пришел в поселок Беркакит, после чего началось строительство одноименной железнодорожной станции, открывшей ворота в Южную Якутию. Станция в эти дни отмечает свое 45-летие, в честь которого во Дворце культуры поселка Беркакит прошел большой праздничный концерт. Миллионы тонн груза перевезено, но, повторюсь, все еще только впереди. Сейчас станция Беркакит, как и БАМ, переживает свое второе развитие, второе рождение. Мы начали, наконец, реконструкцию, это удлинение путей. Мы готовимся к увеличению массы поездов, к увеличению длинносоставности поездов, что, конечно же, безусловно, складывается в пользу развития экономики всего региона, но и страны в целом. С появлением железнодорожной станции поселок Беркакит получил большой импульс в развитии. И на сегодняшний день при тесном сотрудничестве поселковых властей и руководства железнодорожной станции поселок продолжает становиться более комфортным для проживания. За это время проделана очень большая работа. И сегодня мне, как главе поселка, приятно вспомнить первых руководителей станции, которые вложили в модернизацию станции, в поселок свои силы, знания. Беркакит развивается, и у нас станция Беркакит и поселок Беркакит – это одно. И когда мы говорим станция Беркакит, подразумеваем поселок Беркакит. Когда говорим поселок Беркакит, подразумеваем станцию Беркакит. Среди почетных гостей торжественного мероприятия – ветераны железнодорожной отрасли, отдавшие работе на железной дороге не один десяток лет. Уже 35 лет будет, как в апреле месяце я пришла, девочка еще тогда молоденькая, работает на железнодорожной станции Беркакит, тогда еще оператором техконторы. Железная дорога и станция Беркакит – это вся моя жизнь. Я благодарна очень и железной дороге, и людям, которые привели меня туда, Наталья Титовна Орлова, за руку меня тогда девчонкой убедила еще прийти работать на железную дорогу, ибо это стабильность, надежность, и это было всегда. В настоящее время станция Беркакит находится в активной фазе модернизации и готовится к кратному увеличению грузопотока. А это значит, появятся и новые рабочие места для специалистов разного профиля. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Срок временной нетрудоспособности работающих планируют снизить на 15%. Пункт об этом также содержится в едином плане по реализации национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Согласно документу, ключевыми факторами и инструментами станут снижение уровня заболеваемости среди работающего населения и увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни. Ответственной за достижение установленных показателей назначили вице-премьеру Татьяну Голикову. Ростелеком с января 2025 года повысил цены на ряд архивных тарифов в среднем на 5%, сообщает представитель компании. Обновленные тарифы отразятся в счетах абонентов за текущий месяц и в их личных кабинетах. Как пояснил представитель, архивные тарифы были введены в совершенно других экономических условиях, когда ключевая ставка и себестоимость были ниже, а инфляция не исключается. В свою очередь, представитель Федеральной антимонопольной службы сообщил, что ведомство отправит Ростелеком запрос по поводу повышения тарифов. Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС примет необходимые меры. 66% якутян выступают за полный запрет на продажу вейпов. Согласно опросу сервиса Суперджоп, проведенному с 26 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, женщины поддерживают запрет чаще мужчин. А наибольший процент сторонников инициативы 75% среди респондентов от 35 до 44 лет. Среди некурящих «за» высказались 77%, среди курильщиков и обычных сигарет 64%, а среди пользователей вейпов только 14%. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин внес в Комитет по здравоохранению проект, касающийся запрета продажи электронных сигарет и соответствующих жидкостей. Достопримечательностей в Мирном стало больше. Работники Мирнинского-Нюрбинского горно-обогатительного комбината изготовили символ 2025 года по восточному календарю. Теперь зеленая змея охраняет вход в ремонтно-специализированный центр. У входа в РСЦ Мирнинско-Нюрбинского ГОКа поселилась змея, символ 2025 года. А год назад эти ворота охранял китайский дракон. Скульптура из проволоки и железных пластин так приглянулась горожанам и работникам центра, что творческий опыт решили продолжить. 2025 год, год змеи. Есть какие-то уже планы? Есть. Символ Нового года мастера Мирнинско-Нюрбинского ГОКа создавали в перерывах во время смен. На всю работу от эскиза до покраски ушло 2,5 недели. Окончательный облик змея приобрела не сразу. Она сама рождается, то есть я ее вижу только в голове. То есть какая она должна быть, я ее не вижу. Конечно, старался, посмотрел по кобрам. То есть я удивлен был, что их столько видов, столько цветов. Скульптура объединила в себе черты 3 видов кобр. Голова с обаятельной улыбкой – плод фантазии автора. Воплотить образ в металле Денису помог 10-летний опыт художественной ковки, а в чешуйчатый покров змею одели сварщики ремонтно-специализированного центра. Варилась змея полуавтоматом, точечной сваркой из листового материала, алюминия. Внутри идет арматура, на арматуру навариваются пластины. Установили змею на место обитания сами авторы. Похоже, создание новогодних скульптур из металла для ремонтно-специализированного центра становится традицией. Максим Сороченко, Илья Шикуля, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». В Якутске открылся временный пункт сбора новогодних елей и сосен, сообщили в Минэкологии республики. Как отмечают в ведомстве, просто выбросить на улицу новогоднюю ель нельзя. Это незаконно и не экологично. Отслужившие в праздники деревья можно увезти в пункт временного сбора на базе Якутлесресурса по улице Кеша Алексеева, 9/1. Также можно утилизировать самостоятельно в контейнер, распилив ствол и ветки, или увезти на мусорный полигон. Итоги 25-го Сибирского фестиваля конкурса снежных скульптур, посвященного рекам и музыке России, подвели в среду на территории парка «Арена» в Новосибирске. О представленных скульптурах и итогах расскажем далее.
Посетители мероприятия фотографируются возле снежных экспозиций. Вместе с этим ведущие награждают победителей. Обладатель гран-при конкурса Валерий Симаков рассказал о скульптуре, которую представила его команда. Девушка олицетворяет реку Лена. Собственно, от девушки спускаются волны, в которых бурлит рыба. Значит, река омывает скалу. На скале находятся ленские столбы. С обратной стороны находятся жители этой горной, значит, реки, горный баран, орел. Ну и олицетворяет промысел у нас еще там рыбак на моторке. Посетительница Оксана Климова выделила фаворитов среди представленных конкурсантами экспозиций. Мне понравился Енисей, Новосибирск. И вот это понравилось, это что это? Якутия и Луганск. 3, которые я выделила. Но самая такая вот мощная, это вот Енисей, Новосибирск. Такие скульптуры красивые, такая мощь, сила. Очень вообще неожиданно, очень понравилось. Местная жительница Светлана Якушина отметила, что пребывает в восторге от работ мастеров. Реки это наше все. Ну как, мы там и купаемся, и загораем, отдыхаем, и рыбу берем. Ну, мне кажется, актуальная тема. Мне понравился Енисей и Обь, очень понравились. Ну, все красивые, но вот эти 2 выделила работы. 25-й Сибирский фестиваль-конкурс снежных скульптур проходил с 4 по 8 января. В нем участвовали 11 команд из разных городов России и 1 из казахстанского Павлодара. В этом году победителями стала команда «Город 7 мостов» из Новосибирска со скульптурой «Река времени». 2-е место досталось ребятам из Омска «Остров Свободы», а бронзу забрали новосибирцы «Профис Арт». Специальный приз мэра города Максима Кудрявцева получили мастера из Якутска за скульптуру «Лена. Большая река». В Якутске проходит закрытый турнир «Вечная мерзлота» по волейболу среди школьных спортивных клубов. Соревнования проводятся уже 2-й год. Подробнее смотрите в сюжете Даяны Федоровой. В турнире Кубка Вечной мерзлоты принимают участие 16 команд, из которых 5 столичных школ и 3 команды из Намского, Татинского и Хангаласского районов. У нас соперники хорошо реагируют, у них сплоченность и, как говорится, они хорошо подготовились уже на высшем уровне. А ваша команда вообще как долго готовилась? Ну, готовились уже так давно, заранее узнали, нас предупредили, начали готовиться. Волейбольные баталии до последнего держали в напряжении болельщиков и соперников, что придавало определенный накал борьбы на спортивной площадке. Все соперники очень сильные, очень такие сплоченные, все дружные. Ну, они все сильные, потому что из разных, так сказать, категорий. У нас была долгая доигровка, 3 матча. Ну, в принципе, все хорошо. Сыграли, в принципе, нормально. Встречи были не только острыми и интересными, но и захватывающими своими техническими исполнениями нападающих ударов, великолепных подач и приемов мяча. Игровая интрига сохранится до конца всех встреч. Итоги станут известны в конце недели. Команды-победительницы будут награждены кубками и медалями фонда «Вечная мерзлота». Сам «Вечная мерзлота» была создана еще 10 лет назад, но за организацию мы взялись только вот в прошлом году, получается. Нас организаторов всего 3, то есть это я и мои родители. Вот. Мы вместе создавали все кубки, сами создавали дизайн. Мои родители, они спортсмены, я сама спортсменка и мой младший брат, соответственно, тоже. Вот. И поэтому мы вся наша семья, в принципе, болеет этим, и мы вот так вот, как сказать, активизируем вот этот фонд поддержки здорового образа жизни. Так и создался наш Кубок Вечной мерзлоты. Летом этого года организаторы планируют провести открытые соревнования по пляжному волейболу. Тем самым турнир Кубка Вечной мерзлоты поднимется на новый уровень. Даяна Федорова, Джоустайн Маккиндев, Якутск.
Аймикон готовится к 6-му экстремальному забегу «Полюс холода». Экстремальный марафон пройдет 11 и 12 января. В забеге примут участие 50 спортсменов из 13 районов республики и 16 регионов России. Это уникальное зимнее соревнование станет настоящим испытанием на выносливость и силу духа для участников, которые смогут выбрать дистанции на любой вкус. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. К этому часу это вся актуальная информация. Еще больше новостей вы найдете на нашем официальном сайте. Встретимся в дальнейших выпусках.